Салям алейкум! Вас приветствует Джанлы Студио. И сегодня у нас в гостях уникальные музыканты Саид Сагитов и его друзья Пушкин Клезмер Бенд. Отца, мама, пербацоца, уле, капцнок, кенчанин, чимбом, бимбом, бери-бери, бимбом, бом, бимбом, бери-бери, бимбом. Отца, мама, пербацоца, уле, капцнок, кенчанин. Здрасте, дорогие телезрители! Пушкин Клезмер Бенд. Саид Сагитов на канале АТР. Пользуясь случаем, хочу передать привет своему другу Шевкету из Балаклавы. Отца, мама, пербацоца, уле, капцнок, кенчанин, чимбом, бимбом, бери-бери, бимбом, бом, бимбом, бери-бери, бимбом. Мое желание только песни распевать, да отца, мама, пербоотца, пербаца. Вот вам история о одной татарской свадьбе. Да отца, мама, пербоотца, пербаца. Ой, сам я видел, как плясали гости жарко. Да отца, мама, пербоотца, пербаца. Жених с невестою, а с ними и кухарка. Да отца, мама, пербоотца, пербаца. Ой, молодые пляшут рядом, скачут гости целым стадом. А мамаша вертит задом. Ой, мама, ой, тато, свадьба весело идет. А жених сидит, как идиот. Отца, мама, пербацоца, уле, капцок, кенчанин, чимбом, бимбом, бери-бери, бимбом, бимбом, бери-бери, бимбом. Плясали так, пока не занялась зорька. Да отца, мама, пербоотца, пербаца. То жениху кричали, то невесте горько. Да отца, мама, пербоотца, пербаца. Кричат вам горько, значит надо целоваться. Да отца, мама, пербоотца, пербаца. И гости стали понемногу раздупляться. Да отца, мама, пербоотца, пербаца. Ой-ой-ой-ой, а молодые пляшут рядом, скачут гости целым стадом. А мамаша вертит задом. Ой, маме, ой, тата счастлива, доченька, или нет? И тут и песенки конец. Отца, мама, пербацоца, уле, капцнок, кенчанин, чимбом, бимбом, бери-бери, бимбом, бимбом, бери-бери, бимбом. Сал, ну что, согласились принять участие в нашей программе, что пришли к нам в гости. Вам большой салам алейкум. Очень приятно. Саид, вы раньше играли на трубе, почему выбрали тромбон? Вообще-то я хотел барабанщиком стать, не сложилось. Играл на трубе, потом поступал в музыкальное училище и не прошел по конкурсу сольфеджио гармония. И учитель по тромбону подошел ко мне и просто приговорил меня всю жизнь быть тромбонистом. Вот так вот. Ну и хорошо, что стали тромбонистом, потому что после того, как я побывала на концерте Усина Бекирова «Татериум», я впервые услышала мугам в вашем исполнении на тромбоне. Расскажите, в чем сложность исполнения мугама на тромбоне, в чем его особенности? Сложность, я бы сказал, одна, то что его практически никто не играет на тромбоне, кроме одного знаменитого турецкого тромбониста, есть такой Хасан Гюзетлик, собственно, которого я услышал в Ютубе, которого я там начал снимать, подражать ему, и это настолько круто, я понял, что это надо просто искусство развивать.
вас огромный багаж за спиной. Это и гастрольная деятельность, и участие в различных джазовых проектах. Скажите, какой проект сыграл наибольшую роль в вашей жизни? Может быть, как-то ее поменял? Я менялся на протяжении всей своей жизни, всех своих лет. После какого-то очередного концерта там, со звездой американской, там, джазовой, ну неважно, джазовой или не только, это служит громаднейшим стимулом для занятий, для работы над собой. То есть есть над чем работать, как говорится. Вот. Есть у меня и были много проектов. Была такая легендарная, есть пока группа Вася Клаб, которая очень много сыграла в моей жизни. Вот. Если меня сейчас смотрит Марлен Мамутов, Марлеша Селям, привет. С этим человеком, собственно, мы и создавали эту группу. Вот. Вася Гонтарский, которого, к сожалению, уже нет в живых, Марлен Мамутов и я. Вот так начался Вася Клаб. Ну, Вот. насколько я знаю, вы продолжили, да? Да. Мы продолжаем это дело. Вот. Надеемся, что все-таки донесем это все, эти песни до широких масс, потому что подобным языком никто не пишет в Украине. Вы взяли на себя ответственность за этот коллектив. Да. Почему музыканты из Средней Азии переезжают в Украину? Что служит этому причиной? Ну, во-первых, люди возвращаются домой на историческую родину. Благодаря, вот опять же таки, то, что много национальностей было сконцентрировано в одном месте, вот в Средней Азии, то есть был вот этот вот пласт, огромный пласт талантливых людей, которые потом, ну, собственно, вернулись в Украину и в другие страны. Расскажите о народной музыке, в которой вы работаете. Что вас привлекает в этом стиле?
Ну, во-первых, это моя музыка восточная. Вот. И я человек с тюркской кровью, ну, как говорится, это на генном уровне. Это мое, оно мне нравится, и мне хочется это развивать. Вот именно на моем инструменте, так как тромбонисты принято играют классику, джаз, вот, ну, что-то там, может, в народных оркестрах там партию баса играют, вот, а чтобы какие-то сложные партии, там, мелодии играли, вот, такого, к сожалению, очень мало у нас, вот, и занимаюсь сейчас этим, можно так сказать. Я уже знаю, что вы специалист по балканской и татарской музыке. Да, да, это потихоньку началось у меня еще со времен учебы в Донецкой консерватории, когда я учился со всеми своими друзьями, ребятами, крымскими татарами, вот, которые показывали мне, как это играть, которые играли мне на ухо, когда я спал. Впитывали любовь и к народной да, эта музыке. любовь ко мне просто, она шла 24 часа в сутки. Здорово. Но это действительно, это моя музыка, мне очень это нравится. Кем вы ощущаете себя в музыке и как вы опишете сейчас свой творческий вектор? Ну, я себя ощущаю неким проводником, вот, который, ну, не зря же говорят, что музыка — это язык Бога. Вот. И чем лучше металл у проводника, тем он лучше, как говорится, проводит все. А вектор мой один, то есть у меня нет, вы понимаете, нет, как говорят, нет плохой музыки, есть плохие музыканты.
Музыка вся хороша. Главное, как ее преподносить людям. С Вот это какой главное. душой, да, её Конечно, преподнести? конечно, конечно. Конечно, потому что зрители это все чувствуют всегда. Чем уникален украинский джаз? Он уникален тем, что настолько вырос уровень наших музыкантов за каких-то там 5-6 лет, просто колоссально вырос. У нас замечательные молодые музыканты, не только молодые, моего возраста музыканты, которые играют джаз на уровне с западными звездами. И я очень рад и горд вот, за Украину, что она у нас развивается в этом направлении. If you wanna stake your claim, if you're gonna follow me, do it now. If you wanna share my space, if you wanna seal your fate, if you wanna melt with me, do it now. Come on, Kiev, show me some love. 'Cause I know, 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 I need you. I know, 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 I need you now, right now. How are you feeling?
какие коллективы вы отметили? Ну, знаете, я скажу лучше, каких бы людей я отметил, так как эти люди, они играют в разных коллективах, только меняются названия этих коллективов. Замечательный трубач у нас есть, Денис Аду такой, вот вы, наверное, слышали о нем. Борис Могилевский, мой земляк из Херсона, молодой саксофонист, очень замечательный. Роман Яковчук, барабанщик, очень-очень крутой. Пианистов у нас очень много, классных. То есть музыкантов хватает. Вот сейчас очень большой пласт, такой мощный пласт из молодых, крепких музыкантов. Действительно, по-настоящему крепких. Kızılcıklar olmadı, seleleri dolmadı ey. Yolladığın yüzücüğün parmağıma olmadı. Mendilin eline, yandım tatlı diline. Kara kına yolladın, yar benim ellerime. Mendilin eline, yandım tatlı dilime. Kara kına yolladın, yar benim ellerime.
Сагул нас за беседу, будем следить за вашим творчеством, Саид. Сагул Алие, Сагул, что пригласили. И хочу пожелать вам всем зрителям мира, радости, добра, счастья в 2017 году. Чок Саунас, и вам того же. С вами была Джанла Студио. Слушайте хорошую музыку. До встречи через неделю.